Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как неопытный водитель на зимней шипованной резине проскользил на встречную полосу и тормозил внедорожник. Ехал ровно по полосе, машину влево понесло. На своем первом автомобиле молодой человек не проездил и дня. Расскажем, как владельцы торговых рядов на Лаврентьева в одночасье лишились всего. Чем торговали? Тут рыба. Рыба и Лена торговали, все рыбы. Ночной пожар уничтожил сразу несколько павильонов. А также депутат попался на даче взятки специалисту ГИСУ, незаконный лов рыбы и как номера машин выдают должников. Белев Игорь Владимирович является должником по налогам. Не может быть такого. Это и не только. Прямо сейчас. Водитель «Лады Приора» не справился с управлением и стал виновником аварии с участием 3 машин на проспекте Амирхана. Этот автомобиль молодой человек только что купил. Это его первая машина. Он ехал менять зимнюю шипованную резину, которая стояла на колесах, на летнюю. Айгуль Бадрудинова узнала, что до шиномонтажа он не доехал всего несколько сотен метров, а ущерб возмещать ему предстоит самому. Ехал ровно по полосе, машину влево понесло. Из-за чего? Откуда я знаю, из-за чего? Причину того, что автомобиль вылетел на полосу встречного движения и протаранил Сузуки, может быть несколько. У водителя «Лады Приора» совсем небольшой стаж вождения. Права он получил всего около 3 месяцев назад. Это «Лада» его первый собственный автомобиль, но вот поездить на нем он не успел. Ехал в сторону авторынка за шинами. Хотел поменять зимнюю шипованную резину, установленную на машине, на летнюю. До цели своей поездки ему оставалось всего несколько сотен метров. Видимо, он только приобрел машину, молодой человек. И еще зимние резины далось и без знать на мокром покрытии. Только сегодня, что ли, было? Проскользнули, но он сказал, что вот только приобрел. Даже не застрахован. Водителю «Сузуки» относительно повезло, он не пострадал, хотя его машине крепко досталось. Сначала левый бок иномарки продрала «Лада», затем повреждений добавил автобус. Автобус ехал, я ехал. И, значит, он в кольцо влетал, скользкое покрытие было. И прям меня занесло. И меня отбросил в автобус, а от автобуса, видимо, развернул. Штраф за езду на зимней резине водителю «Лады» не грозит. Ответственность за это нарушение наступает только с 1 июня. Однако, учитывая, что парень не успел оформить обязательную страховку, компенсировать ущерб пострадавшей стране ему, скорее всего, придется своими силами. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, Вызов 112. Девушка за рулем арендованного автомобиля сбила 50-летнюю женщину на улице Карла Маркса. По предварительным данным, наезд произошел в момент, когда девушка за рулем поворачивала налево. Пострадавшей женщине потребовалась госпитализация. Грузовой поезд снес «Жигули» 6-й модели на железнодорожном переезде в Бирюлях. Как сообщили очевидцы, в 4 часа утра машина заглохла прямо на путях. За рулем легковушки была женщина, завести автомобиль автоледи так и не смогла. При приближении поезда она выскочила из машины. Шестерку снес товарный состав. Восстановлению «Жигули» не подлежит. «Лада» 14-й модели на полном ходу врезалась в «Газель», стоящую на мосту «Миллениум». Водитель легковушки признал вину и сослался на плохую видимость. Говорит, не сразу понял, что фургон стоит. Знак аварийной остановки водитель не выставил. Мигала только аварийная сигнализация, которую было плохо видно. Айрат Назипов расскажет о последствиях. Водитель «Лады» 14-й модели ехал по крайней правой полосе. Белую «Газель» впереди он видел, но то, что фургон стоит, а не едет, он понял слишком поздно. Аварийного знака не было. Признается, был бы знак аварийной остановки, останавливаться стал бы куда раньше. А так резкое торможение не помогло. «Лада» врезалась в «Газель». Ее водитель в это время пытался заменить спущенное колесо. Аварийный знак поставили, да? На аварийку величина была? Знака не было. Знака не было. По правилам дорожного движения штраф за неустановленный аварийный знак составляет 1000 рублей. Впрочем, это не спасет водителя «Лады» от ответственности. Виновным в аварии, скорее всего, признают именно его. Сами же автомобилисты договорились ехать в центр оформления ДТП. Но только для этого владельцу легковушки пришлось дождаться эвакуатора. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, Вызов 112. 59-летняя женщина погибла на пожаре в Муслюмовском районе. Трагедия произошла минувшей ночью, когда в селе Салаус-Мухан загорелся частный дом. К моменту приезда пожарных огонь охватил уже все строение. Тело 59-летней хозяйки владения огнеборцы обнаружили во время разбора завалов. Также пострадали 60-летний мужчина и 15-летний подросток. Обоих доставили в больницу с многочисленными ожогами. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
3 торговых павильона вспыхнули этой ночью на улице Лаврентьева. Огонь разгорелся уже после полуночи, когда на рынке никого не было. Прибывшие на место пожарные смогли не допустить перекидывания пламени на другие торговые ряды. Что могло стать причиной возгорания, расскажет Вероника Гайнудинова. Жильцы близлежащих многоэтажек даже не сразу догадались, что произошло. Некоторые, услышав громкие звуки, даже спутали их с салютом, но понимание о происходящем пришло очень быстро. Горели торговые павильоны. Походу, эта проводка вся горит. Сообщение о пожаре поступило на номер вызова пожарной охраны 101 в половине первой ночи. Пламя охватило сразу 3 торговых павильона. Спустя полчаса пожар был полностью ликвидирован. Площадь горения составила 36 квадратных метров. Чем торговали? А тут рыба. 3 павильона вы Да, торговали, все рыбы. Как говорят местные продавцы, весь товар на ночь остается в павильонах. То есть владельцы лишились всего – и оборудования, и товара. Одной из версий возникновения пожара называют короткое замыкание в холодильнике. Впрочем, причину, как и причиненный ущерб, еще только предстоит установить. Вероника Гайнудинова, Наиль Абдуллин, вызов 112. 2 мужчин, подозреваемых в браконьерстве, задержали полицейские Татарстана в Менделеевском районе. По данным МВД, задержанные занимались незаконным ловом рыбы при помощи сети длиной 90 метров. При этом рыбачили они на акватории реки Кама, которая является особо охраняемой территорией и местом нереста рыбы. В ходе осмотра оперативниками подразделения экономической безопасности была обнаружена и изъята 3-стенная сеть, лодка надувная безмоторная, насос для лодки, а также рыба общим весом 16 килограмм. Как установили оперативники, ловля рыбы осуществлялась без соответствующего разрешения запрещенным способом рыболовства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Татарстане депутат попался при даче взятки главному специалисту ГИСУ. 43-летний директор строительной фирмы, он же депутат Совета Кукмара 4-го созыва, пытался передать главному специалисту ГИСУ 1 миллион рублей за то, чтобы последний без проблем принял работы по капитальному ремонту здания сельского дома культуры в селе Алуяс Кукмарского района и подписал соответствующие документы. Коррупционный акт пресекли сотрудники Управления экономической безопасности. Оба фигуранта дела вину свою признали. Следственный комитет по данному факту возбудил сразу 2 уголовных дела – дача взятки и получение взятки в крупном размере. Почти 2 миллиона рублей взыскали судебные приставы за несколько часов поиска должников на дорогах Казани. Работали они совместно с автоинспекцией. Как узнала Алия Хайрудинова, большинство автолюбителей долги свои признавали и соглашались погасить задолженности прямо на месте. Однако были и те, кто расставаться со своими деньгами не желал. Я вам дал водительское удостоверение. Может быть, вам паспорт показать, господа? Его остановили сотрудники автоинспекции на Мамадышском тракте. В базе данных судебных приставов владелец автомобиля, на котором он ехал, числится как должник. Камера считывает номера машины, сверяет со списками. На данном месте считывается информация, непосредственно передается сотруднику ГИБДД, который останавливает транспортные средства, и в отношении должников производятся меры принудительного характера. Именно им предлагается оплатить задолженность на месте. Если же гражданин отказывается оплатить, непосредственно транспортное средство подлежит аресту и изъятию. Владелец «Тойоты» задолжал чуть больше 23 тысяч рублей. Однако с тем, что должен именно он, мужчина был категорически не согласен и платить за других не намерен. Вы почему за рулем находитесь? Почему? Да. Ну, потому что я попросил машину съездить до магазина, это элементарно. Своя, потому что находится в сервисе на ремонте. Но приставы уверены, он владелец «Тойоты» и должник. Это один и тот же человек, и его уверения их не убедили. В документах они нашли некоторые несостыковки и впоследствии выяснили, что мужчина просто сменил имя. В этом он чуть позже признался сам. Но долг так и остался, и ему не оставалось ничего другого, как погасить его на месте. Белев Игорь Владимирович является должником по налогам. Не может быть такого. Ну вот я вам показываю решение 7-го участка по Новосибирскому району. Всего за несколько часов подобной работы приставы взыскали почти 1 миллион 800 тысяч рублей. Не желая расстаться со своим автомобилем, большинство водителей оплачивали долги. Самую большую задолженность прямо на месте погасил владелец одной из коммерческих фирм. Он задолжал без малого 1 миллион рублей. Алия Хайрудинова, Елена Саляхова, Вадим Илларионов. Вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.